Туристический сектор планирует выйти из режима ограничений. И как только мы вернемся к привычному образу жизни, появится возможность отдохнуть от всей этой карантинной суеты и неспокойствия. Комитет по туризму информирует о возможностях отдыха на природе. Какие мероприятия планируется проводить, узнала Дана Плиева. Пока из-за ситуации с коронавирусной инфекцией по всему миру насладиться красотой здешних мест для многих туристов остается лишь в планах. Однако после режима самоизоляции Комитет по туризму региона разрабатывает несколько направлений отдыха для гостей и жителей республики. Это будет автотуризм, потому что люди будут приезжать с соседних регионов, смотреть наши достопримечательности. Это будет экологический туризм, где люди смогут пройтись по нашим экотропам, посмотреть наши башенные комплексы. Также культурно-познавательный туризм, так как у нас музей под открытым небом находится в Джейравском районе. Самым востребованным из всех направлений станет автотуризм, уверены в комитете. После пандемии большинство туристов не рискнут посещать многолюдные места, вокзалы, аэропорты. Но никому не запрещено приезжать в регион на своей машине. Такая автопоездка с дальнейшим осмотром ингушских достопримечательностей будет зваться «Тур выходного дня». Один говоря, за 1-2 ночи максимально, в принципе, в нашей реальности ингушской этого достаточно для того, чтобы за один или максимум 2 дня человек успеет посмотреть Ингушетию. Условно говоря, может провести один день на равнине и остановиться в здешних гостиницах, как только они будут открыты, а день провести в горах. У нас на данный момент есть наши туры, рассчитанные и на неделю, и меньше, чем на неделю, однодневные туры. Но конкретно тур выходного дня, он нуждается в доработке. В планах у Комтуризма создание благоустройства различных кемпингов и зон отдыха на популярных территориях Джейравского района, которые также войдут в список посещаемых мест для приезжих. Они идеально впишутся в горные пейзажи и не нарушат экологические нормы. Мы планируем создать кемпинг-зоны в сельском поселении Арамхи и по дороге, так сказать, до Таргимского ущелья, вплоть до Таргимского ущелья, провести точнее, обозначить зоны отдыха для жителей республики. Сейчас ведомство ставит перед собой несколько задач после выхода из карантина. Первое – благоустроить маршруты на Столовую гору и к Лежгинскому водопаду. И второе – сформировать бренд республики. А сделать это можно с помощью различных мероприятий, которые запланировали провести к сентябрю. Это у нас конкурсы, экотуризму по росписям на стенах в аэропорту будут среди художников. Это у нас будут забеги в Джейравском районе уже тоже по, так сказать, привлекательному, красивому маршруту. Там, где у людей появляется возможность не только пробежать, да, там провести спортивные мероприятия там в туре выходного дня, но и красивые фотографии сделать. До карантина комитет также начал развивать и детский туризм. Летом Комтуризм хотел вывести в горы порядка 1000 детей в рамках проекта «Живые уроки». То есть в школах как минимум 1 урок в неделю, 2 урока в неделю мы с нашими экскурсоводами проводим, для того, чтобы в принципе понять, насколько детишки часто посещают наши туристические достопримечательности, что они об этом знают в целях элементарного духовно-нравственного воспитания. Вот. А когда уже позволит сезон и позволит нам снятие мер, и люди смогут спокойненько перемещаться по стране, по республике, то до Лэндали мы уже можем вывозить детишек на эти живые уроки уже на природе, и чтобы они воочию могли увидеть эти достопримечательности. Сейчас желательно успеть подготовить зоны отдыха и новые маршруты в летнее время, но все мероприятия, отмечают в ведомстве, будут проводиться только после снятия всех ограничений. Дана Плиева, Тамерлан Ужахов, Новости 24.